Добрый вечер. Сегодня 24 июня, пятница. Это 848-й день аннексии Крыма. Вы смотрите «Заман». Великобритания расстается с Евросоюзом. 52% британцев проголосовали за выход из ЕС, 48% против. Сегодня утром премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон подал в отставку. Он пообещал, что покинет свой пост до конца лета. Политологи считают, что отставка Кэмерона, сторонника и лоббиста Украины, негативно повлияет на дальнейшую судьбу страны. Британці вирішили вийти з Європейського Союзу, і їх думка заслуговує на повагу. Воля британського народу має бути втілена. Рішення це було важким і не далося нам легко, тому немає жодних сумнівів в результаті. По всьому світу люди слідкували за рішенням Британії. Економіка Британії сильна як ніколи. Я також запевнюю британців, що живуть в Європі, і європейських громадян, що живуть тут, що не буде раптових змін у ваших умовах роботи. Не буде змін у режимі перевезення або у режимі продажу наших послуг. Зараз ми готуємося до переговорів з Європейським Союзом. Я думаю, що країна вимагає нового лідера. Я зроблю все, що в моїх силах в якості прем'єр-міністра, для того, щоб зробити наш курс більш стійким, що нам буде потрібен новий прем'єр-міністр протягом наступних 3 місяців. І я буду прем'єр-міністром з поточним кабінетом міністром. Сегодня у дома Ахтема Чийгоза прошел молебен с просьбами к Всевышнему об избавлении от несчастий, бед и за скорейшее возвращение Чийгоза из тюрьмы. Однако даже такое мероприятие считается опасным, написала на своей фейсбук-странице жена Чийгоза Эльмира Аблялимова. В 16:00 к ней прибыли работники милиции для вручения предупреждения о недопустимости незаконной деятельности. Приходили 2 сотрудника из районного отдела милиции для того, чтобы в руках у них было предупреждение о несовершении незаконной деятельности, да, вот скажем так. Они спросили у меня, будет ли вместе молебен. Я, соответственно, сразу поняла, о чем идет речь, и сразу сказала о том, что это мое частное домовладение, и я имею право приглашать домой того, кого считаю необходимым. Я не нахожусь в общественном месте, на этом мы не остановились. Бумаги, естественно, я не подписала, они ничего не вручили. Они говорили о том, чтобы здесь не было никаких политических лозунгов. Они попросили, чтобы не было никаких политических призывов, скажем так. Сегодня было проведено 2, посвященные скорейшему освобождению Ахтема и всех заключенных из тюрем, возвращению всех живыми и здоровыми. Уже прошел месяц, как исчез Ирвин Ибрагимов. 24 мая 30-летнего члена Бахчисарайского регионального меджлиса Ирвина Ибрагимова похитили. Камеры наружного наблюдения зафиксировали, как несколько неизвестных в форме ДПС насильно сажают Ирвина Ибрагимова в микроавтобус. Его семья обратилась к похитителям с призывом вернуть Ирвина за вознаграждение в 1 000 000 рублей. Ибрагимова объявили во всероссийский розыск, но до сих пор о нем ничего не известно. Со стороны силовых структур никаких движений нет, кроме такого формального объявления его в розыск, в том числе и общефедеральный. Ну, искать его не будет, понятно, по одной простой причине, потому что это делали самих силовиков, были люди в форме, люди, облеченные властью. Ну, не будут же они искать в своем кругу преступников. Тем более, наверное, на это была какая-то установка, и вот они сами родственники, друзья, знакомые, соседи, еще в том числе объявили вознаграждение. И основная задача всех этих мероприятий – это акция устрашения. Вот смотрите, не собирайтесь, не участвуйте, не соболезнуйте вашим друзьям. Вот как можно больше отдалить друг от друга.
Джемилева-младшего пытали, чтобы его отец повлиял на признание российских властей крымскими татарами. Об этом сообщила на брифинге заместитель министра юстиции Украины Наталья Севастьянова. Только после вмешательства Европейского суда по правам человека в России прекратили физическое и психологическое давление на осужденного в Крыму сына лидера крымско-татарского народа Мустафы Джемилева. Хайсера задержали в Крыму в мае 2013 года после того, как он убил из ружья Фивзи Эдемова, как квалифицировало следствие по неосторожности. Хайсер находился в крымском СИЗО, но после аннексии Крыма его вивезли за пределы полуострова. На нього вчиняється тиск. Тиск характеру фізичного, не тільки психологічного, застосовувалися тортури для того, щоб його батько змусив кримських татар погодитися і прийняти нову так звану владу в Криму. Звичайно, ми також звернулися до ЄСПЛ з вимогою оперативно відреагувати на цю проблему. Європейський суд виніс рішення, яке зобов'язував Російську Федерацію не вчиняти будь-яких дій, які можуть зашкодити здоров'ю Хайсера. Але ми бачимо, що ця справа досі не завершена. Хайсера переміщують по території Російської Федерації. Його вже вивезли з Криму спочатку до Ростову для того, щоб по відеоконференції проводити з Москвою засідання. Він безпосередньо вже мав вирок суду, і ви вимагали, щоб він був повернутий на Україну для відбування покарання. Росія відмовляється від цього, ніяк не відповідає на наші звернення як міністерства і намагається перекваліфікувати склад того злочину, який вчиняв взагалі на території України, на свій лад у відповідності до свого законодавства. Каждый крымчанин под наблюдением ФСБ, но больше всех рискуют члены Меджлиса, журналисты, мусульмане и патриоты Украины. Такое мнение высказал крымский адвокат Эмиль Курбединов. Говорит, что не исключает расследований и в свой адрес. Сегодня адвоката Марка Фейгина вызвали в ФСБ по подозрению в экстремизме. Я предполагаю различные варианты, да, в отношении меня лично, если говорить обо мне лично. Как бы и этот вариант я не исключаю, все может быть. Мы же защищаем людей и знаем, что из этого может проистекать, да, как бы. Это все понятно. Ну, я не исключаю ничего, абсолютно ничего я не исключаю, однако и мы на верной дороге. Мы за, так скажем, правое дело, мы защищаем тех, кто не виноват и которых оголтело лишь по политическим мотивам обвиняют. Всем известно, что Верховный суд Крыма признал Меджлис крымско-татарского народа экстремистской организацией. По этому поводу юристы подали апелляционную жалобу. И это решение вступит в силу только после решения апелляционной инстанции. По сути, если уже говорить из практики, раз эта организация будет признана экстремистской, все то, что связано с этой организацией, какие-то там документы, материалы, принятые там меморандумы и так далее, это все будет считаться там материалами экстремистской организации. Кто первый будет под ударом, это, естественно, те, кто себя позиционирует как члены Меджлиса, официально, не скрывая это начинает Нариман Джиляла и всем остальными, да, вот они как бы будут первые в поле зрения. Это крымские мусульмане, но, естественно, это крымские татары. Вот. Те, которые выходят после пятничного намаза и которых там пытаются усадить в автобусы. Есть правозащитники, есть активные ребята, которые были в своих регионах проживания, проводили и праздники, и участвовали и как имамы. То, что они довольно-таки активные ребята, да, в своих регионах, не боялись там высказать какую-то точку зрения. И вот это как бы их объединяет всех. В сгоревшем на трассе Алушта-Симферополь автобусе ехали 44 пассажира из России, 37 из них – дети. Полутораэтажный туристический автобус «МАН», который ехал из Севастополя в Краснодар, сгорел в селе Верхняя Кутузовка вчера вечером. Пострадавших нет. Пассажиры, ученики 8-10 классов рассказывают, что запах гари почувствовали, как только отъехали с автостанции Севастополь. Российские правоохранители выясняют причины возникновения пожара. Пока слушать еще.
Жители Нижней Кутузовки угрожают российской администрации перекрыть трассу в знак протеста по поводу отсутствия воды. Уже несколько лет в курортный период поселок остается без воды, а если ее и дают, то по полчаса в день. Но качество воды ужасное, а стоимость больше, чем в городе. Жители встретились с оккупационными властями Алушты, где выразили недовольство и поставили ультиматум. Вот водичку питьевую, которую нам дают и которую мы платим, 36 рублей. Дороже, чем в городе. У нас тарифы дороже, чем в городе. Обещали с 2014 года поменять полностью все водоснабжение. Говорят, сливайте. А счетчик не останавливается, когда сливаешь. Счетчики это работают. То есть вам приходится этой же водой и детей купать? И готовить, кушать, пить. Воду мы подаем сверх этого графика. Это мы тоже. Вот как вы говорите, мы не знаем. И мы знаем. Это вранье. 15 минут в сутки. Сегодня дали 7:30 утра и 8 отключили. Вот скажите, пожалуйста, природой дана вода. Сколько она должна стоить? Есть ли у нас электрические насосы, чтобы нам подавали в Кутузовку воду? Или очистительные какие-то. Есть что-то? У нас ничего нету. Почему мы платим больше, чем в Алуште? Все. Не пойдем голосовать, если ни хрена не сделаете. Питьевая вода. Сегодня утром проводили уже совещание. Так это же Так вы не видели воду. Если за неделю ничего не изменится, даже график воды там как-то не изменится, воды не будет и так далее, я лично пойду перекрывать трассу. Я сойду на рост. Я честно говорю. Мы пойдем перекрывать. Почему? В пик сезона у нас нет никогда воды. Вы все в курсе, что каждый год у нас проблема с водой. Никто ничего не делает. Бумажки писать я тоже умею. Делать надо что-то. Свалка возле села Демарджи, Лучистая, разрастается с каждым днем. На полигон технических бытовых отходов вывозят мусор из разных городов. Рядом со свалкой находятся линии электроснабжения и виноградники. И первое, и второе портится из-за неконтролируемых объемов мусора. Сюда должны привозить только алуштинские отходы, однако также везут мусор и из Ялты. Хотя депутаты решили, что ялтинский мусор будут вывозить на Белогорский полигон. На это выделяют необходимые средства. С Гурзуфа везете мусор в Алушку? Да. А почему не в этот, не на другой полигон, там, в Белогорск? И в Белогорск возим. И вы и сюда возите, и в Белогорск? Да, машины туда пошли, это самое. Угу, понятно. Можно? Да. А вот они и виноградники. Наши хорошие вина Массандры. На сегодняшний момент Ялта напрямую должна возить мусор, и под это выделяются бюджетные средства на Белогорский, будем говорить так, полигон. Мы видим, что в нарушении всех, будем говорить так, нормативных документов, которые регламентируют вывоз, утилизацию мусора, Ялта продолжает, будем говорить так, заниматься самоуправными действиями вместе с Алуштинской администрацией. Сегодня мы просто стали очевидцами, что для Алуштинской администрации, Ялтинской администрации закон не писан. То есть будут травиться невинные только потому, что кто-то очень хочет заработать на, мягко говоря, выгодной теме, мусоре, на уничтожение нашей среды обитания. Проблема мусора стала актуальной в Крыму как никогда. Оккупационные депутаты и общественные представители собрались, чтобы найти пути решения этой проблемы. Сегодня Крым утопает в мусоре. Он везде, в лесах, на пляжах, в море, на улицах городов и сел. За последние годы появилось 20 стихийных свалок по всему полуострову. С мусором ситуация не улучшается, а становится только хуже. Это вот видим мы сегодня и на улицах, и в полях, и в лесах, и в горах Крыма. И то, что творится с полигонами, назовите дату, когда что-то мы пойдем и увидим. Чтобы сегодня нам продемонстрировать, где свалка исчезла, как при каком-то населенном пункте. Такого у нас, к сожалению, так и не случилось. За 2 года можно было убрать хоть что-то. Да, делается, да, какие-то происходят изменения к лучшему. Но тот уровень, который сегодня в Крыму, он не соответствует ни пожеланиям людей, ни настроениям, ни тем требованиям, которые предъявляются к Крыму как региону туристическому, курортному.